Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. 3 октября – Международный день врача. В этот день поднимаются злободневные темы. Медики со всего мира пытаются решить разные вопросы, связанные с оказанием качественной медицинской помощи населению. В России с 2013 года учреждена премия признания и награждают ей самых самоотверженных, самых высококлассных медицинских специалистов. Каких высот достигла Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница, мы узнаем у гостя студии, главного врача больницы Ивана Луцкана. Иван Петрович, здравствуйте. Доброе утро, Кристина. Доброе утро, телезрители. Скольким пациентам помогли уже в этом году, и это обычные цифры или что-то поменялось? Во-первых, хотелось бы всех коллег поздравить с праздником. Сегодня Международный день врача, и работа медицинского сообщества всегда строится не связанная с этим праздником. Это каждодневная, рутинная работа, связанная с оказанием медицинской помощи людям. Потому что врачи — это в первую очередь те люди, которым свойственны простые человеческие качества: доброта, милосердие, чувство сопереживания. И, безусловно, любой специалист на своей должности, он старается помочь человеку от души, от сердца. И, безусловно, это заслуживает большой похвалы. Поэтому, дорогие коллеги, с праздником вас, с Международным днем врача. Что касается цифр, то уже в этом году у нас проведено порядка 5000 операций в круглосуточном стационаре, порядка 3000 в дневном стационаре. Кроме этого, проводятся амбулаторные операции, и общее количество посещений нашей больницы уже достигло порядка 30 тысяч. Понятно, что кто-то приходит повторно, кому необходимо более длительное лечение, но за этими цифрами всегда кроется человеческое зрение. Потому что в 80% случаев люди выходят от нас довольные. Почему я говорю только в 80%? Потому что есть ряд заболеваний, при которых, к сожалению, офтальмологи республики могут лишь снять основную симптоматику, но не вернуть зрение. Это такие заболевания, как глаукома, возрастная макулярная дегенерация, которые выявляются, к сожалению, достаточно на поздних стадиях, потому что мы не всегда следим за состоянием своего здоровья и своевременно не обращаемся к врачу, а время играет против нас. И зрительный нерв, тот же самый при глаукоме, начинается его атрофия, и его уже никак не восстановить. И задача лишь врача — сохранить то, что имеется, и спасти глаз уже как орган, а не восстановить зрение. Поэтому иногда мы получаем определенное недовольство от пациентов, что вот мы пришли к вам, чтобы вы нам вернули зрение, а вы нам не помогли. К сожалению, есть такие заболевания, при которых помощь оказать уже поздно с точки зрения восстановления зрения. А вот что касается выездов врачей в районы, какие заболевания преобладают у жителей районов Якутии по результатам вот этих осмотров? Надо отметить, что в этом году, благодаря поддержке главы республики Александра Сергеевича Николаева, нашего Министерства здравоохранения, мы получили впервые, надо отметить, специализированный офтальмологический комплекс на базе КАМАЗа. В августе торжественно были переданы ключи, и он уже сразу же включился в работу. У нас первый населенный пункт, куда мы выезжали, это был Хатыстыр, в преддверии 125-летия со дня рождения Максима Кировича Амосова. Прошу прощения, Хатырык. Оговорился. Хатырык, это Намский улус, было посвящено как раз юбилею Максима Кировича Амосова. Далее, у нас были выезды в Вилюйскую группу районов: Нюрба, Верхневилюйск, Вилюйск и Мирный. И основной перечень тех заболеваний, которые выявляются, это катаракта, это та же глаукома. У людей в возрасте появляется пресбиопия, когда зрение идет на плюс. Кроме этого, выявляются возрастные макулярные дегенерации. Это вот сейчас одно из таких ведущих заболеваний, которое в последующем может привести к получению человеком инвалидности. Поэтому мой совет — все-таки регулярно, раз в год, офтальмолога лицам старше 40 лет надо посещать, потому что, еще раз повторюсь, есть те заболевания, которые нужно лечить своевременно. В данный момент у нас передвижной комплекс работает в Алдане. Он уже прошел путь от поселка Улу, были в Большом Немныре, Якакит, вот сегодня работают в Лебедином, и скоро там будут в самом Алдане проводиться лазерные операции для тех людей,
которые прошли дополнительный отбор. После этого КАМАЗ отправится в Нерюнгринский район. И вот, пользуясь случаем, я хочу обратиться к жителям Нерюнгринского района персонально, потому что с 3 по 10 число в Южную Якутию выезжает операционная бригада, которая будет оперировать первичную катаракту. Поэтому, если у вас есть ваши родственники или вы сами страдаете возрастной катарактой и вам нужна операция, то обратитесь сейчас в филиал, который расположен во взрослой поликлинике Нерюнгринской центральной районной больницы. Вы пройдете обследование. И, кстати, мы впервые готовы будем возместить затраты на проведенные анализы на предоперационном этапе. И вы сможете прооперировать эту катаракту непосредственно в городе Нерюнге. Выезжают ведущие врачи Максим Дичковский и Екатерина Аббасова, врачи высшей категории. И это лучше, чем ездить в Хабаровск, Благовещенск или в тот же самый Якутск. Вы помощь окажете на месте. Все оборудование у нас соответствует всем мировым стандартам. Также расходные материалы, все качественные. Поэтому лучше получить помощь на родной земле, чем лишний раз рисковать и средствами, и нервами, чтобы выезжать за пределы родного региона. Поэтому мы работу выездную продолжим. Это наша основная деятельность. Мы работаем проактивно, потому что наша задача приблизить медицинскую помощь к населению. Иван Петрович, а вот как ковид сказался на офтальмологических заболеваниях? Очень часто к нам обращаются люди, которые говорят, что после ковида они стали видеть хуже. Но в первую очередь это связано с тем, что ковид действует на сосудистую оболочку, а мы все прекрасно знаем, что сетчатка в основном она пронизана мелкими сосудами, которые вследствие ковидного заболевания дают как раз-таки осложнения. Поэтому есть та категория лиц, которые обращаются с этой патологией, и есть вторая группа лиц, которые перенесли достаточно тяжело ковид, которые находились на гормональной терапии. И при лечении дексаметазоном у людей выявление катаракты оно начинается на более ранних стадиях. Ну, особенно вот если там, обычно мы говорим, что катаракта — это возрастное заболевание, там, у лиц, предположим, старше 55 лет, то здесь люди и в 50 подходят, обращаются, и в 45 лет. Но это вот именно, если интенсивная была терапия тем же самым дексаметазоном. Поэтому вот на это тоже стоит обратить внимание людям, которые находились в тяжелом состоянии при ковиде. А какие новые методики лечения внедрены в этом году? Вот на протяжении этих 2 лет у нас есть ряд инноваций, которые мы внедрили в работу нашей больницы. В прошлом году была впервые проведена пересадка роговицы путем фемтолазерного сопровождения, то есть это более щадящий метод, и пациенты, которые получили эту помощь, достаточно себя хорошо сейчас чувствуют, у них прибавились, пусть даже не на там, прямо десятки зрения, но тем не менее на сотые, но тем не менее сам человек уже ощущает это, и меньше у него проблем. Плюс к этому мы в прошлом году пересадили искусственный хрусталик, предзаправленную линзу детям с врожденной катарактой. А в этом году мы уже стали проводить лазерную дисцизию, то есть это лечение вторичной катаракты, то есть детям, которые до этого были поставлены хрусталики за пределами нашего региона, и он в свете определенных причин мутнел, то мы сейчас можем это лечить в наших условиях. И опять же, дети не выезжают за пределы республики. Я считаю это очень важно, потому что эта помощь направлена в первую очередь на помощь людям, проживающим в республике. И, повторюсь, мы всегда нацелены на то, чтобы вот эти все методы, они работали для людей. А вот как обеспечено лечение больных в условиях санкций? На данный момент мы не ощущаем такого серьезного влияния от санкционного режима. Ну, во-первых, потому что медицина не сильно попала под санкции, все-таки это относится к гуманитарному направлению. Но есть ряд компаний, которые заявили, что они уходят с нашего рынка. Но есть хорошая русская поговорка: «Свято место пусто не бывает». И на это место пришли тоже компании, которые себя хорошо зарекомендовали. Мы своевременно отрабатываем с нашими ведущими клиниками, потому что они являются передовиками, они внедряют новые методики лечения, новые препараты, новые растворы в лечении, и мы быстро с ними в связи начинаем применять тот же самый методы у нас и, соответственно, закупать те расходные материалы, которыми пользуются ведущие клиники нашей страны. Ну и вот я могу с уверенностью сказать, что мы ни одной операции из-за того, что у нас
там не хватало расходки или где-то мы купили что-то некачественное, не отменяли, и у нас все шло в плановом режиме. Единственная причина отмены операции — это может быть состояние здоровья только самого пациента. Это, кстати, очень часто бывает, когда у человека высокий сахар, есть противопоказания со стороны терапевта, значит, есть ранее перенесенные заболевания, поэтому операция откладывается, но это никак не связано с отсутствием каких-либо расходных материалов, уж тем более экономическими санкциями. Вот вы первыми стали оказывать экспортную медицину в республике. Сколько граждан из других регионов воспользовались услугами офтальмологической больницы Якутии и каковы перспективы у этого направления в новых экономических условиях? Вот мы мониторили прошлый год, 574 человека, это все граждане, в том числе и из зарубежных стран, которые получили медицинскую помощь в нашей больнице. В целом никто не отмечал какой-то негатив. Да, все были довольны качеством оказания медицинской помощи. Сейчас мы начали экспорт медицинских услуг на территорию Дальнего Востока и Сибири. Мы подписали соглашение с республикой Тыва, с Магаданской областью. В этом году мы подали заявку на включение в программы госгарантий таких субъектов, как Амурская область, Чукотка, Магаданская область, республика Тыва. И вот сейчас работаем с республикой Бурятия. То есть пациенты будут приезжать к нам. Многие говорят, ну неужели мы всех здесь вылечили? На самом деле для Якутии в чем это плюс? Потому что это финансирование поступает не за счет средств субъекта, то есть не за счет средств Якутии, а это дополнительные средства за счет территориальных программ ОМС других субъектов, которые в последующем идут на развитие медицины здесь, в Якутии. То есть наша задача привлечь максимальное количество средств для того, чтобы развивать медицинскую помощь здесь, чтобы средства оставались здесь, соответственно, шли на помощь жителям нашей республики. Если взять общее количество уже на сегодняшнюю дату, октябрь 2022 года, то порядка 700 человек, в том числе иностранных граждан, такую помощь в офтальмологической больнице получили. То есть определенный рост идет, и я думаю, мы на этом останавливаться не будем, потому что перспективы для этого направления есть. К глубокому сожалению, сейчас закрыты границы с тем же самым Китаем, да, а так я знаю, что у китайских коллег очень большой интерес к операциям у нас, потому что если сравнить стоимость такой же операции в Китае, то у нас даже с учетом авиаперелета это направление выгоднее, чем, допустим, у них в Китайской Народной Республике. Сейчас думаем еще с Монголией, возможно, восстановить какие-то отношения, ну и со странами СНГ, но это опять же перспектива 23-25 годов. А какую помощь медики республики готовы оказать жителям ДНР и ЛНР? Надо отметить, что медицинское сообщество сразу откликнулось, как только началась спецоперация, на сбор гуманитарной помощи. Это были и медикаменты, это были и расходные материалы. Огромное количество посылок, там исчислялось несколькими тоннами, уходило непосредственно в республике Донбасса. Сейчас мы формируем команду, она уже почти сформирована, которая в октябре планирует выезд в Донецкую Народную Республику, и уже непосредственно помощь по поручению главы нашей республики будет оказываться в одном из населенных пунктов освобожденных территорий. Сейчас, благо, они вошли в состав России, поэтому мы вместе, мы не бросаем тех, кто проживает на территории Донбасса, и якутяне готовы оказать медицинскую помощь там. Почему мы не сразу поехали? Это связано исключительно с вопросами логистики, потому что туда нужно доставить медицинское оборудование, на котором будут работать наши коллеги, потому что надо понимать, что там медицинское оборудование находится на уровне 70-х, 80-х годов прошлого столетия, ну и понятно, что на таком оборудовании сейчас работать очень сложно, и оказывать качественную медицинскую помощь жителям тоже не представляет возможности. Поэтому мы все делаем для того, чтобы люди понимали, что они там не брошены, и Якутия вместе с ними. Иван Петрович, спасибо, что ответили на наши вопросы. Спасибо вам, Кристина, спасибо телезрителям. О работе Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы мы поговорили сегодня. Спасибо за внимание и хорошего дня.